По официальной статистике погиб каждый третий. Всего их павших на поле боя по разным данным от 2,5 до 3 и даже более миллионов человек. Но и эти цифры до сих пор остаются спорными. Все они боролись за сегодняшнее мирное небо и свободную жизнь. Каждый год мы чтим память героев Великой Отечественной, а белорусские ученые решили посвятить воспоминаниям о тех страшных событиях масштабный научный и, можно сказать, народный проект. В сегодняшнем выпуске «Наукомании» мы будем говорить о том, чего еще нет в школьных учебниках по истории, но отразится на страницах народной летописи Великой Отечественной войны. Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте, и мы начинаем. Все начинается с идеи, как ученые создавали народную летопись Великой Отечественной войны. Из первых уст, что нужно, чтобы семейную историю услышали, узнаем в разговоре с гостем в студии. И какие из писем не смогли оставить наших ученых равнодушными, расскажем в сюжете уже через несколько минут. Перед тем, как начать большой разговор с нашим гостем в студии, предлагаю вспомнить, с чего все начиналось и какой ценой досталась белорусам Великая Победа. 22 июня 1941 года на рассвете Германия, вопреки договору о ненападении, известного как Пакт Молотова-Риббентропа, развернула войну против Советского Союза. Историческим стал героизм защитников Брестской крепости. От 3 до 8 тысяч бойцов более чем 30 национальностей советского государства, оказавшись в полном окружении, около 2 недель держали удар 17-тысячного войска противника, подкрепленного танками, артиллерией и авиацией. Уже через 3 дня после наступления, 25 июня, немецкие войска дошли до Минска. Еще столько же времени им понадобилось, чтобы ворваться в белорусскую столицу. Красная армия была вынуждена отступать, и уже осенью 1941 года немецкие захватчики заняли последний белорусский райцентр – Лельчицы. Так, во всей БССР начался фашистский оккупационный режим. Для установления так называемого «нового порядка» в рамках немецкого плана ОСТ на белорусских землях нацисты выбрали политику геноцида и массового террора. За время войны они создали более 260 мест массового уничтожения людей. Один из самых известных среди них – белорусский лагерь смерти Тростенец и еще около 350 гетто. Всего в концлагерях, созданных в Беларуси, нацисты уничтожили около 1,5 миллиона человек. Среди них были не только наши земляки. Из 270 белорусских городов почти 80% были разрушены и ограблены. Еще более 9 тысяч деревень сожжены. С первого дня войны наряду с советскими вооруженными силами оказывали сопротивление оккупантам партизаны и подпольщики. В историю вошла крупнейшая диверсия на железнодорожной станции в Осиповичах, устроенная так называемыми «народными мстителями» в июне 1943 года. Во время Великой битвы в белорусской столице работало самое крупное городское антифашистское подполье во всей Европе. Завершение Великой Отечественной войны определили события лета 1944 когда советская армия провела наступательную операцию «Багратион» под руководством маршалов Советского Союза Василевского и Жукова. Это была одна из крупнейших операций за всю Вторую мировую войну. Она сыграла ключевую роль в великой победе нашего народа. За считанные дни, начиная с 26 июня 1944 советским войскам удалось отвоевать Витебск, Могилев, Минск, Гродно и Брест. Уже к августу 1944 вся Беларусь праздновала освобождение. 12 тысяч работ о событиях военных лет уже подготовлены отечественными исследователями в новом глобальном проекте под названием «Народная летопись Великой Отечественной войны. Вспомним всех». Ученые предложили семьям, в которых хранят память о героях, поделиться своими историями. Что из этого получилось, узнаем сегодня в студии у директора Института истории Вячеслав Викторович. Здравствуйте. Добрый день. Данилович Вячеслав Викторович. Директор Института истории Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук, доцент. Автор около 120 научных публикаций, из них 11 монографий, 3 учебных и 6 учебно-методических пособий. Сфера научных интересов – история белорусского национально-освободительного движения в Западной Беларуси в 1921-1939 годы, а также молодежного движения и молодежной политики в Беларуси в 1921-1939 годах.
Вячеслав Викторович, как вообще появилась идея создания народной летописи Великой Отечественной войны и почему именно сейчас? Ну, конечно, идея появилась не спонтанно. Мы долго думали над тем, как бы нам содействовать выработке, если хотите, иммунитета в нашем обществе против попыток фальсификации истории Великой Отечественной войны, потому что, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и ветеранов, и тех людей, которые пережили эти военные события, а попытки фальсифицировать и исказить историю Великой Отечественной войны, они не прекращаются. Для нас история Великой Отечественной войны, она имеет очень большое значение и для истории белорусского народа, и для истории белорусского государства и государственности. Потому что если бы не победа в Великой Отечественной войны, не было бы ни нашего народа, ни, соответственно, нашей государственности. И мне бы хотелось подчеркнуть также, что в нашей стране, наверное, как ни в одной другой стране мира, уделяется очень большое внимание сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны благодаря принципиальной позиции руководства нашей страны. И в этой связи, в преддверии 75-летия нашей общей Великой Победы, мы думали о том, как бы найти какой-то вариант для того, чтобы максимально сохранить память историческую о событиях Великой Отечественной войны и задействовать по максимуму людей, желающих поучаствовать в сохранении этой исторической памяти. Так родилась идея о создании народной летописи Великой Отечественной войны «Вспомним всех». Герои нашлись быстро или нужно было как-то наш народ, так сказать, подтянуть, поуговаривать? Нет, знаете, уговаривать не пришлось фактически. Вот 13 марта 2020 года мы провели у нас в Институте истории круглый стол с участием и не только ученых, но и преподавателей вузов, музейных работников, представителей средств массовой информации, на котором объявили о начале проведения вот этой всебелорусской акции. И уже фактически вот на выходных прошли эти материалы в СМИ. С понедельника начались звонки, обращения в наш институт, как передать материал, что необходимо. И мы по горячим следам разместили на сайте у нас в Институте истории, специально открыли почтовый ящик для этой акции, специальный информационный такой участок на сайте, посвященный нашей народной летописи Великой Отечественной войны. И люди начали присылать материалы. Если тяжело человеку с компьютером иметь делать, особенно если люди в возрасте, они имеют возможность прийти к нам в институт, либо выслать материалы по почте. То есть этот процесс, он фактически вот как начался с середины марта, так и продолжается. Материалы поступают в наш институт, и постепенно формируется электронная база данных. И вот уже находится в издательстве на финальной стадии первая книга народной летописи. Сколько историй, если не секрет, в первом томе? Материалы, во-первых, они далеко не все посвящены только одному человеку. В одном материале, который присылает или один человек, или даже семья бывает, или ученик и учитель, могут быть несколько людей, несколько историй. Поэтому примерно около 60 историй, связанных с событием Великой Отечественной войны, в этом томе содержится. Вот это 40 материалов, которые прислали нам люди, вот первые те материалы, которые поступили в наш институт. Вот к вам приходили и приходят до сих пор, да, десятки писем. Неужели каждое берете в разработку? Или есть какие-то исключения? И вообще, что должно быть в письме, чтобы историей занялись ученые, и потом она появилась на страницах народной летописи? Все материалы, которые к нам поступают в институт, они обязательно идут в разработку. Мы занимаемся ими. Требования к материалам, присылаемым в наш институт, они минимальны. Но очень важно, чтобы был фамилия, имя, отчество человека или людей, которые присылают данный материал, их адрес, контактный телефон, чтобы мы могли установить контакт, если возникают какие-то вопросы, потому что каждый материал прочитывается нашими учеными, смотрим мы, если возникают вопросы, непонятные вещи, мы это все стараемся выяснить до того, как материалы будут опубликованы. Просим, чтобы присылали и фотографии те люди, которые сами шлют свой материал, потому что в любом случае мы хотим, чтобы в электронной базе эти снимки оставались, чтобы наши потомки видели и тех людей, которые непосредственно создавали эту народную летопись. То есть были и их изображения, в том числе а не только тех наших ветеранов, участников войны, о которых рассказывают эти люди. Материалы могут быть как воспоминания самих людей, членов семьи, так и сохранившиеся воспоминания участников войны. Поэтому требования, они несложные в принципе. Я предлагаю прямо сейчас показать нашим зрителям, как же это все происходит, как собирается народная летопись. Мои коллеги побывали в Институте истории. Сім'я Гололоби, які батьки і маті були за сувязь з партизанами арештовані, потім закатовані у Борисові, і у їх залишилося троє дітей. Именно дети и рассказали нашим ученым из Института истории Академии наук Беларуси пережитую в военное время трагедию. И это лишь одна из сотен семейных историй, что прислали для страниц новой народной летописи Великой Отечественной войны. В первую очередь историки обращают внимание на письма с воспоминаниями, документами, фотографиями и фронтовыми листами, которые еще нигде не были опубликованы. Есть нариси про удільників війни, які
живые сегодня уже 95-й год, наприклад, Стома Семен Миколаевич. Ему 95 год, его призвали в конце липня 44-го года. Ён воевал якраз у Прусії, там був поранений. І каже, що і зараз осколки, вже кілька пройшло, і вони все ще виходять у його. Все материалы, если приходят в оригинале, обязательно сканируются и вносятся в электронную базу данных. Исходники же, так как хранятся в единственном варианте, отправляются обратно адресанту. Оцифровка и систематизация информации, признаются ученые, занимают времени в работе над проектом больше всего. Каждое присланное письмо формируется папка с названием даты, когда прислано письмо, времени, когда прислано письмо, и имя, которое было указано в адресе. Также заносится и что именно написали в письме, это тоже не теряется. Если будет, когда мы обратимся к этому письму, будет какая-то информация, то мы сможем тут найти телефон и адрес, чтобы он не потерялся, если, например, заблокируется почта. Мы сможем оперативно все восстановить. В первые дни акции по созданию народной летописи ВОВ письма приходили десятками в день. Сейчас поток присылаемых историй спал. Несмотря на это, материала уже собралось как минимум для еще одного, второго тома. В новом издании, уверяют историки, найдутся рассказы и редкие кадры, которые не оставят читателей равнодушными. Например, воспоминания знакомых об известном советском физике Брише Аркадии Адамовиче. Нам дали його знайомі цілу колекцію фотоздимків. І один з фотоздимків, це його особистий фотоздимок, який був там фотографом, це фотоздимок Марата Козея. І він сябравав, і пише, що я сябравав з Маратом Козеєм. Це просто криху, як кажуть, завесу відкриваємо, що буде у другій книзі, які будуть матеріали поступати у другу книгу, і вони вже збираються. Не редкость, признаются научные работники, когда в письме нет данных об адресанте или даже о герое истории. Нехватающую информацию приходится уточнять, ведь исключительность проекта – достоверность. Каждый материал, который попадает в руки ученых, проверяется на подлинность. Имена, даты, звания, награды и сами события сверяются с архивными сведениями. Это «Наукомания». Мы продолжаем говорить о белорусской народной летописи военных лет. И смотрите в ближайшие минуты. О прошлом по-новому, но только правду. К чему могут привести попытки переписать историю. Помогали воевать наравне с вооруженными солдатами, что говорят современные ученые о роли партизанских отрядов в победе. И одна из сотен историй одной семьи героя уже скоро в эфире. Ну что ж, мы продолжаем большой разговор о народной летописи. Вячеслав Викторович, вот такой проект глобальный, да, можно сказать, народный. Это попытка дополнить историю или посмотреть как-то по-иному на нее? Это, наверное, и то, и другое. Безусловно, эти материалы, они никогда не были в широком употреблении в научной сфере. Это новые для нас материалы фактически, да, потому что какие-то общие события, они присутствуют, но конкретно судьбы людей в различных ситуациях, это вводится в научный оборот впервые. И, естественно, они дополняют те сведения, которые у нас имеют, помогают увидеть события Великой Отечественной войны через судьбы людей очень ярко. И не просто увидеть эти судьбы, но и привлечь самих людей для того, чтобы вот сохранить эту историческую память. Очень важно, когда люди соприкасаются со своей историей через историю своей семьи, своих родных и близких, это остается у них навсегда в памяти. Оно показывает, что это не какие-то отстраненные события, которые где-то происходили, а мои предки не знают, где там чего делали и что с ними было в это время. Поэтому это очень важный аспект, когда вот люди сами видят те героические, трагические моменты, связанные с событием Великой Отечественной войны, что происходило у нас в Беларуси или в тех местах, где были их родители, дедушки, бабушки находились в то время. И это вырабатывает вот этот иммунитет против фальсификации. То есть такому человеку уже не скажешь, а что тут этот советско-германский фронт, да? Победа была достигнута в Тихом океане, если бы не победа в Северной Африке, то ничего бы, никакой победы не состоялось бы во Второй мировой Великой Отечественной войне. Тут со всей очевидностью люди начинают чувствовать, что эти события были эпицентром вот этой вот мировой войны, потому что Великая Отечественная война – это центральная часть Второй мировой войны, и если бы не победа в ней, не победа на советско-германском фронте, то, конечно же, не было и общей победы во Второй мировой войне над нацистской Германией и ее союзниками. Мы уже затрагивали тему попытки переписать историю, фальсифицировать историю, да. Сейчас, задавая вопрос, я специально не употребила выражение «попытка переписать историю», а посмотреть
на историю по-новому, правдиво. Но у нас все-таки меньше таких. И, наверное, случаи, если есть, то единичные, да? А что в мире? Вы же общаетесь, вы наблюдаете, вы следите. К сожалению, в мировом сообществе попытки исказить историю событий Второй мировой и Великой Отечественных войн, они не прекращаются. Мы должны это констатировать. И если в научной сфере, например, это не так просто сделать, потому что там присутствуют четкие факты, которые исказить или фальсифицировать достаточно трудно, потому что они широко известны научному сообществу, но в политической сфере, в сфере жизни общества постоянно происходит вбрасывание о том, что победа в Великой Отечественной войне не столь важна для победы во Второй мировой войне, что основные сражения происходили где-то там за пределами Европы, в Северной Африке или в Тихом океане. Безусловно, союзники Советского Союза по антигитлеровской коалиции внесли свой вклад в общую победу, но нельзя забывать о том, что именно на Советско-германском фронте был сломлен хребет нацистской Германии и ее союзникам. 76% потерь Германии приходится на Советско-германский фронт. Союзники в общей сложности разгромили 176 дивизий нацистской Германии и ее союзников, а Советский Союз на Советско-германском фронте более 700 дивизий. То есть это совершенно разные порядки цифр. Поэтому мы об этом должны говорить постоянно, как можно шире транслировать эту информацию в нашем обществе. Да? Я еще раз подчеркну, у нас в Беларуси, благодаря принципиальному позиции руководства страны, такие попытки, они широко не предпринимаются. У нас, в принципе, выработан этот определенный иммунитет в обществе, и существует и курс «История Великой Отечественной войны» в контексте Второй мировой войны, который читается и в вузах, и в школах факультативно проходит. И сейчас, кстати, вышло на днях обновленное издание учебника. Этот учебник готовился в том числе учеными Национальной академии наук Беларуси, и ввели впервые в этот учебник рубрику «Создаем народную летопись войны». То есть вот уже там учителя, ученики могут специально, разработаны для них определенные задания, как собрать материал, значит, рассказать, как его подать, и, в принципе, они могут его присылать и дальше вот нам сюда в институт, и эта летопись, она будет продолжаться. Долгоиграющая. Да, это абсолютно долгоиграющая акция. Пока будут желающие рассказать, поделиться своими историями, эта акция, она будет продолжаться. И что самое интересное, уже есть материалы, которые приходят из Российской Федерации. То есть это проект уже получает такое международное звучание. Еще одна, скажем так, тема – это партизанское движение. О нем тоже в последние годы много разной информации, в том числе и спорной, за рубежом. Расскажите, в народной летописи есть герои-партизаны, история о них? Рассказ есть о 15 партизанах. Это история о людях как достаточно обычных, так и обученных. Например, академик Михаил Севернев или доктор исторических наук профессор Александр Мацко. Они тоже участвовали в партизанском движении, и материалы о них содержатся в первой книге «Народной летописи». Безусловно, для нас, белорусов, эта тема особенно актуальна. Наша республика, она по праву носит звание республики-партизанки, и то движение народного сопротивления, которое возникло у нас на территории Беларуси, это 374 тысячи партизан, 70 тысяч подпольщиков, оно фактически не имеет аналогов по размаху в других странах. Поэтому мы с гордостью об этом говорим. Да, пытаются говорить о том, что как бы это движение, оно особого значения не имело, что было не так важно, но надо вспомнить слова того же самого Сталина, который говорил: один партизан в тылу врага стоит 100 бойцов на фронте. То есть это очень важная составляющая для военных действий, потому что не позволяет противнику надлежащим образом концентрироваться, сосредотачивать резервы. Постоянно вот это идет борьба внутри оккупированной территории, и это очень важный аспект. Вот такое массовое партизанское подпольное движение было бы невозможно, если бы население его не поддерживало. Если люди не делились там продуктами, не помогали в проведении партизанских подпольных операций, то рано или поздно это движение бы оно задохнулось и было подавлено оккупационным режимом, но этого не произошло. И это говорит о том, что поддержка сопротивления нацистским оккупантам, она была массовая на территории Беларуси. Партизанское движение во время Великой Отечественной войны – это еще и огромное направление для изучения учеными. Давайте посмотрим об этом сюжете, о современных исследованиях. Во всем мире Беларусь известна не только многочисленностью голубых рек и озер, густотой лесов и мирным небом. Если обратиться к военной истории за рубежом, так называемую Синеокую знают еще как страну массового партизанского движения. И это не пустые слова. В период Великой Отечественной войны сражаться за свободу от оккупантов вышло более 1 миллиона добровольцев, из них более 70% жители Беларуси. Уже во второй половине 1943 года под контролем партизан было около 60% территории Беларуси.
Недавно вышла наша праца «Советские святы и партизанские парады на территории Беларуси в годы Великой Отчинной войны». Головная теза этой працы – показать, як ставилося насельніцтво до советских святаў. Святкаванне 1 мая, святкаванне свята Кастрычніцкай рэвалюцыі прадстаўнікоў партызан, падпольшчыкаў, яно падымалася да ўзроўню такога, якога не было нават у савецкія часы перад гэтым. Таму што гэта быў як бы своеасаблівы форма пратэсту супраць існуючага ладу. Тему партизанского движения и подпольной борьбы работники Института истории Академии наук Беларуси изучают уже более 60 лет. Сейчас у ученых в приоритете, что называется, персонифицировать историю, то есть восстановить события прошлых лет через рассказы конкретных людей и проанализировать социальный состав населения в военное время. Потому что только маючи статистику нормальную, мы можем сказать, что кто подтримливал или не подтримливал партизанский рух, и кто там находился, потому что говорили так, что вот только молодь шла. Неправильно. Шмат людей, якія были удельниками революционных подей, тех подей, якія до революции были, громадянской войны. То есть люди уже были с досвидом, и они по-своему бачили, як треба змагаться. Молодым историкам в грядущей пятилетке предстоит посмотреть на военную историю нашей страны по-новому, так сказать, по-белорусски, пользуясь открытым доступом к архивам и поисковыми возможностями интернета, написать о Великой Победе с акцентом на подвиги нашего народа и, возможно, рассказать то, о чем еще в прошлом столетии предпочитали молчать. Ну что ж, про народную летопись все-таки еще хочется несколько подробностей. Вот вы сказали, что ничего подобного, ну, по крайней мере, в странах соседей нету? Да, я думаю, в других странах мира тоже. Мне неизвестно, чтобы события Великой Отечественной войны, они отражались вот через создание народной летописи. Вот так, чтобы в создании вот этой вот народной летописи Великой Отечественной мог поучаствовать, в принципе, каждый, такого не было. Не было, а сейчас эта возможность есть. Все желающие могут вот вспомнить историю своей семьи, своих родных и близких, что с ними происходило в годы Великой Отечественной войны, и прислать эти материалы, потому что они будут, с одной стороны, опубликованы, будут продолжаться издание вот этих книг по мере поступления материалов, а с другой стороны, войдут в электронную базу. У нас в Республике Беларусь созданы уже фактически электронные базы, посвященные партизанскому движению, уничтоженным деревням нашей страны в годы Великой Отечественной войны. И на перспективу мы считаем, что вот эти вот все электронные базы данных, в том числе и электронная база данных народной летописи, они должны объединены быть в одну систему. Возможно, будет создан сайт, войдя на который можно будет ознакомиться со всеми вот этими материалами, посвященными событиям Великой Отечественной войны. И мне тоже кажется, что это очень важно, что мы не ограничиваемся только созданием электронной базы, что она получает свою бумажную версию, хотя сейчас у нас как бы компьютерный век и компьютерные технологии, но все-таки книги, они должны быть, полистать, посмотреть, взять ее с собой куда-то почитать. Это немного другие ощущения, но это, на мой взгляд, и я думаю, что одно и другое должно присутствовать обязательно. И бумажные издания, и электронные версии. Спасибо вам огромное, что нашли время для нашей программы. Я желаю вам удачи, желаю еще больше самых разных историй. Пускай присылают, пускай активно участвуют в этом глобальном научном народном проекте. А мы напоследок подготовили для наших зрителей одну из тех самых реальных историй. Давайте смотреть. В общем, жизнь была страшная. Страшная. Едва сдерживая эмоции и не без гордости, вдова Лидия Никифоровна рассказывает о непростой судьбе супруга Кононовича Анатолия Леонтьевича. Его детство прошло в одной из деревень Брестского региона. В семье было 5 детей, Толя был самым старшим. Когда началась Великая Отечественная и Красная Армия была вынуждена уходить из Западной Беларуси, 13-летний Толик выбежал к советским солдатам с надеждой, что его примут в ряды военных. Когда началась война, отступали. Так он выскочил на дорогу к солдату и говорит: возьмите меня с собой. Оттуда говорит: знаешь, мальчик, иди помой ноги, ноги грязные, и тогда пойдешь. Он же поверил в это, вот подросток. Пробежал домой, вымыл ноги, и на следующий день опять выбежал туда. А уже второй говорит: подрасти, сынок, как вернемся, мы обязательно тебя возьмем.
Зимним вечером в 1941 году Толя, пообещав никогда не выдать, вступает в комсомол, и с того дня началась подпольная работа мальчика. Уже через год он был и проводником, и разведчиком, и подрывником, распространял газеты и сводки с фронта. Желание юного партизана стать настоящим военным было настолько велико, что в 1944-м, ему было всего 16, добровольно пойдет на фронт. Обмундирование выдали, все полностью солдат. А как только глянули в справку, что 28-го года, и вывели. Ему повезло, что встретился на пути старший их командир, и он тогда приказал, пропишите ему 2 года, и пусть он идет. Потому что у него только справка была, что он партизан. За время войны Анатолий Леонтьевич был трижды ранен. Из родных мать и младший брат умерли, где еще 2 сестры и брат было неизвестно, но позже нашлись. Встать на ноги помогла родная тетя. Всего 4 класса образования церковно-приходской школы не помешали ему окончить 2 училища и еще 2 вуза, и в возрасте 46 лет дойти до должности первого заместителя министра финансов БССР. Еще 20 лет он посвятил работе ветеранской организации Советского района столицы. Анатолия Леонтьевича не стало 3 года назад. Это была «Наукомания», я Екатерина Берецкая. Мы еще раз напомним, если в вашей семье тоже есть что рассказать о героических подвигах родителей, бабушек и дедушек, и тем более, если у вас остались ценные кадры, поделитесь ими с нашими учеными из Академии наук Беларуси. Все подробности можно найти на официальном сайте Института истории. А мы с вами увидимся снова на телеканалах «Беларусь-3» и спутниковом «Беларусь-24» ровно через неделю. Удачи!